А в Ухте планируют готовить будущих космонавтов. Идея родилась в стенах Центра творчества имени Корчевского. Именно здесь в советские годы работал планетарий, куда посмотреть на звезды съезжались жители со всей республики. В 2004 году он перестал функционировать, оборудование пропало, но нынешнее руководство центра решило восстановить звездный купол и в октябре подало документы на грант в Русское географическое общество. Результаты конкурса станут известны только в апреле, однако в учреждении решили не сидеть сложа руки, а действовать. Уже в новом году здесь намерены открыть Центр подготовки юных космонавтов. Мы заручились поддержкой, сейчас точнее заручаемся поддержкой с Центра подготовки космонавтов, Роскосмос. Так что думаю, что все у нас получится и с планетарием. Ну, плюс еще у нас с нового года намечена работа со спонсорами. Я думаю, что социальным партнерам, которые находятся в городе Ухте, будет это интересно, потому что действительно обществу нужен планетарий, обществу интересна тематика космоса, ухтинским мальчикам это, ну, я думаю, что и девочкам это очень понравится, потому что запрос действительно существует. Предполагается, что половина учебного процесса будет проходить в интерактивном виде. Московские инженеры, с которыми Ухтинский центр поддерживает отношения, разработали специальную компьютерную образовательную программу, которая полностью вовлекает школьников в процесс обучения. Это не нудная лекция о космосе, а скорее игра. Дети постоянно находятся в движении и при этом чувствуют себя практически полноценными космонавтами. Плюс также есть определенная устная договоренность с республиканским, нашим уже коми-центром спорта и туризма. На их базе реализуется такой проект, как «Русский космос». Это проведение экскурсионных туров в тот же самый Королев, в Центр подготовки космонавтов, в Звездный городок, тех ребят, которым интересна тематика космоса. И ВДНХ, музей космонавтики. Сам запуск космической секции в центре имени Корчевского планируют на сентябрь будущего года. Времени как раз хватит, чтобы не только подготовить всю базу и восстановить планетарий, но и подобрать специалистов. Они, к слову, пройдут необходимое обучение в федеральных космических центрах.